Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вам нужно узнать до пятницы? Давайте посмотрим, что расскажут высшие силы, что расскажут ангелы. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вот это поворот. Смотрите. Здесь показывает человека, который как-то проявил себя очень некрасиво и буйно. Человек, который мог обидеть, оскорбить, унизить, мог, в принципе, как-то свысока, с вами поступить. И этот человек считает, что он либо она во всем правы, что это вы сами виноваты, что вы там спровоцировали, что вы это заслужили. И еще вижу, что этот человек прям гордится собой, гордится тем, что так отреагировала. Но до пятницы этот человек будет буквально валяться у ваших ног, протягивая к вам руки, хватаясь за ваш подол, притягивая вас к себе, там чуть ли не в слезах, в соплях, просить у вас прощения. А вы наоборот, смотрите, ногой отпихиваете этого человека и говорите: да пошел ты вон, ты мне не нужен, все, поезд ушел, ты меня обидела, либо обидел. Нет, вы как не беспристрастны, а непреклонны. Вот, видите? Ваш образ, и вы прям ножкой этого человека, а человека за подол, смотрите, подол вашей одежды целует, выпрашивает ваше прощение. Вот где истина. Пожалеет, приползет, а вам уже это будет не нужно. Почему? Потому что вы себя не на улице нашли, потому что вы человек, который делает правильные выводы. Вы не злопамятный человек, вы просто умны, и никому не позволите об себя вытирать ноги. И есть такие вещи, которые как граница, переходить нельзя. А человек, возможно, уже не раз переходил и не раз вы прощали. А теперь в этот раз все, вы не примете этого человека, прям ногой отбрасываете. А человек ползет в соплях, в слезах. Ой, почему-то мне идет, что это мужчина к женщине приползет, такой надменный, брутальный, такой на отвали живет. Самоуверенный, напыщенный, и ничего, будет кувыркаться просто у ваших ног. Но может и женщина, женщина, которая себе лишнего позволяет, которая забывает рот полоскать, потому что черный, страшный. Что есть, то есть. Так, еще до пятницы чего-то не будет. Не будет. Показывают, что не случится, не произойдет, этого не будет. Но вам расстраиваться не следует. Тут прям какая-то, связь с тем, чем позже это случится, тем будет лучше для вас. Может быть, вы ждете какого-то результата, ответа, письма, сообщения, чего-то что-то вам должны сделать, отдать, выдать. До пятницы не будет. Но это для вас на руку, потому что чем позже случится, тем либо лучше будет результат, либо тем вы больше получите, тем, может быть, люди будут чувствовать свою вину, что не успели вовремя, и даже попытаются как-то все загладить, скомпенсировать. Чем позже, тем лучше. А вы не расстраивайтесь. Знаете, что то, что нужно, то, что вы хотите, вы получите даже и больше, и лучше. Расстраиваться вам нельзя. Дальше. Есть кто-то, кто, скажем так, за вами присматривает, подсматривает, может быть, у кого-то присматривает, у кого-то подсматривает. Допустим, вы замужем, и ваш муж кого-то на работе у вас попросил за вами присмотреть. Мало ли вы с кем-то будете в более плотных отношениях, чем положено. Либо родственники, родители попросили соседей за вами пошпионить, потому что вы практически ничего про себя не рассказываете, либо вам не о чем рассказывать, а их родительские сердца, например, волнуются.
Вы этого человека с поличным поймаете, буквально поймаете за руку, за руку. Причем в такой вот ситуации, да, человек будет в такой позе находиться, да, что там ничего придумать нельзя. И этот человек вам, может быть, и не до конца признается, но все-таки признается. Да? Вы окажете давление на этого человека и скажете, это очень странно, да, что ты ухом припала к моей двери. Ты чем занимаешься? Там, соседке скажете. Либо, там, не знаю, на работе, допустим, мужчина окажется, там, друг вашего мужа в какой-то такой тоже пикантной ситуации. Но, с одной стороны, смешно, а с другой грешно. Да? Нехорошо, за вами следят, вы что, маленький ребенок, кому это надо? Мужчины то же самое. Может, ваша благоверная, переживая, что вы окружены на работе женщинами, может, какую-то там знакомую найти, которая будет за вами следить. Но не обижайтесь, конечно, да, это все от любви. Это не от недоверия, это от любви. Вас любят, о вас заботятся и даже идут на такие крайние меры, устанавливая за вами слежку, да, чтобы в нужный момент оказать вам помощь, либо вмешаться, если кто-то вас будет, там, не знаю, притеснять, обижать, либо приставать к вам. В принципе, да, это от любви. Дурного не думайте. Хотя это и неправильно, да, следить за взрослым человеком, но это все от любви. Дальше, мои хорошие, до пятницы. До пятницы вас столько много дел ждет, что аж страшно становится. Вы думаете, я не смогу, я не справлюсь. Мне придется переносить работу там, на следующую неделю, допустим. Да, вот вы пришли сегодня, там, либо завтра придете на работу, а перед вами прям такую огромную задачу ставят и говорят, все, кровь из носа, чтобы все было готово. А вы смотрите и понимаете, что так много всего, так много там тонкостей, сложностей, что я просто не вытяну. Но на самом деле вы вытянете. Смотрите, у вас такая реакция отказаться от работы, либо сказать, что я не смогу. Да? Вам лучше так не поступать, потому что, во-первых, вы все сделаете, вы все переделаете, и вы даже до срока справитесь. То есть вы до пятницы справитесь. Вот. А если вы сейчас пойдете отказываться, то на вас будут потом косо смотреть, да, волком будут смотреть. Будут считать, что вы не любите работать, будут считать, что вы избегаете ответственности, будут считать вас ненадежным, неблагонадежным человеком. Да, глаза боятся, но руки делают, а у вас руки золотые, а еще у вас руки очень легкие, поэтому все получится, не отказывайтесь. И то же самое может случиться вот вам, допустим, вы работаете сами на себя, да, и какой-то человечек пытается дать какой-то сложный заказ. И вы думаете, не смогу, да, я этого раньше не делала, либо, мало ли там что, да, не получится. Не отказывайтесь, потому что ваша репутация начнет, ломаться, да, надламываться. И этот человек может оказаться каким-то, сплетником, наверное, да, болтуном. И этот человек начнет вас там по всем утюгам прославлять, что вы от работы отказываетесь, что вы там то-то, то-то не знаете, не умеете. И это сыграет на руку вашим конкурентам. Не знаете, так попробуйте, научитесь. Вы очень талантливый человек. Я уже говорила, у вас легкие волшебные руки. И голова у вас на правильном месте находится. И в голове у вас правильное содержимое. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь. Иначе будет подрыв вашей репутации, иначе на вас будут плохо смотреть, иначе потом вам очень сложно будет все это изменить. Да, вот эту ситуацию, которая возникнет. Не отказываемся. Вы все сможете, вы все успеете, вы справитесь идеально. А у кого-то отыграется, что вы справитесь даже до пятницы. Вот так вот. Прям возьметесь и закончите. Справитесь со всей работой, со всем тем объемом, который предстоит сделать. А если что-то новое и сложное, то почитайте, да, подготовьтесь и пробуйте. Будьте посмелее. Вы творец, вы создатель, у вас все получится. Так, еще. Показывает человека, на свинье едет. Прям на свинье. Свиньи у нас обычно что? За бардак отвечают, за всякие нехорошие поступки, за шкоду. Также поведение хамское, да, может быть. Человек катается на этой свинье. Возможно, человек с кем-то спутается, да, кто на него окажет превратное влияние. Сам по себе человек все-таки остается в виде человека, а вот свинья остается свиньей. Возможно, человек под влиянием кого-то поведет себя не совсем хорошо. Но не судите, не судимы будете. Человек, может быть, нужно пройти этот опыт, да, чтобы научиться разбираться в людях. Где человек, где свинья, где змея, там, где скорпион.
где там, не знаю, голубь, да, нужен этот опыт. Возможно, это касается, вот почему-то мне идут дети, подростки особенно, да, может там ребенок нахамить немножко, потому что связался с таким другом, либо подружкой, кто постоянно хамит своим родителям, либо, в принципе, взрослым. Может быть, это и не ребенок, да, но вот кто-то может себя так повести, но не судите, да, человек проходит опыт, набирается опытом, да, ребенок, либо там взрослый человек. И я вижу, что до человека дойдет, что был неправ, да, не права. И это будет хорошим опытом, а вы поведете себя как взрослый человек, умный человек, да, не акцентируя на этом внимание, просто скажите, что мне это неприятно, да, и вот от тебя я такого не ожидала. Если это ребенок, так и скажите, я знаю, что ты у меня умный, умная, хорошо воспитанный, да, может, с тобой что-то случилось, может, кто-то повлиял на тебя, это был плохой опыт. Это был плохой пример, да, больше так не делай, это неприятно. И ваш ребенок поймет, либо другой человек, да, поймет. То есть не судите. Такая маленькая ошибка бывает. Бывает, особенно с детьми бывает. Так, еще показывают, что у вас в руках грабли. Не знаю, сейчас с граблями кто-то работает, да, в этот сезон. Мало ли, да. Если это конкретно грабли как инструмент для работы там, в саду, в огороде, то будьте поаккуратнее, что-то не так с этими граблями. Если имеется в виду саму ситуацию, да, то, возможно, вы кому-то грабли подложите, и человек наступит на них и ударится, да, по лбу получит этими граблями. Но опять же, вы это делаете как-то неосознанно, несознательно. Но опять же, если человек внимательный и аккуратный, да, то все будет хорошо, никто на грабли не наступает. А если человек из раз в раз делает одну и ту же ошибку, извините, а как по-другому? А как вам ходить везде грабли убирать? А если садовый инвентарь, то да, проверьте перед тем, как пользоваться, проверьте, все ли хорошо, да, все ли там закреплено. Качество, да, может, вы новые купили, а они прям совсем некачественные, да, возможно, вам придется ехать их возвращать, либо обменивать на что-то другое. То есть как-то так с граблями у вас тут такая маленькая история вышла. Так, дальше, до пятницы. Смотрите, какое-то мероприятие, я даже не могу назвать праздником. Люди по какому-то непонятному случаю могут собраться все вместе для того, чтобы, не знаю, посидеть, поговорить, отметить. Мероприятие, которое может закончиться либо печально, либо печальными последствиями. Допустим, там, не знаю, среди недели вы идете с друзьями куда-нибудь в бар, да, и люди переберут, да, может, там намешают коктейлей разных. И потом на следующий день будет адская головная боль и все радости похмелья. И это существенно подорвет все ваши задумки и планы, и также скажется на вашем состоянии здоровья. Плюс, как назло, может быть, именно в этот день там, начальник решит с вами поговорить, а у вас прям, амбре, да, перегар. Вот. И опять же это будет играть против вас, да? Не стоит оно того. А у кого-то еще может отыграться, что там будут пьяные разборки, либо какие-то драки, там приедет полиция, туда-сюда, еще вас там затаскают как свидетеля, да? То есть, в принципе, нужно ходить и расслабляться. Но это нужно делать во время, когда вы можете себе это позволить. То есть пятница вечер, там, суббота. Воскресенье, конечно, сомнительно. Лучше, конечно, не делать в воскресенье, просто отдохнуть. Но тем не менее, да, когда у вас там отпуск, когда у вас выходные дни, либо вы можете себе позволить взять отгулы, да, чтобы на следующий день не было неприятностей. Вы не показаны как человек, которого вот за компанию куда-то берут, ведут и тащат. И, возможно, и компания хорошая, но последствия будут печальными, да? Лучше отказаться. Пусть они сами идут, там, не знаю, гуляют, куролесят, потом расхлебывают все эти последствия, но вы, пожалуйста, останьтесь в стороне. Даже если вы любите такие посиделки, да, в хорошей компании, там, понятно, все взрослые люди, но лучше сейчас отказаться, иначе последствия прям могут стать серьезной проблемой, да, которую прям как дополнение на уже существующие проблемы уже некуда даже как присунуть, да, и так очень много проблем.
А тут еще одной проблемой больше. Может быть, речь идет не о вас, но о вашем близком человеке. Допустим, вы вот жена, а у вас муж говорит, ну вот ребята пригласили после работы. Прям, девочки, в ваших руках его будущее. Надавите, нажмите, уговорите, упросите, не знаю, шантажируйте его в конце концов, иначе будет потом проблема. И потом же он вам скажет: ты зачем меня отпустила, ты зачем мне разрешила, и что теперь делать, да? Была бы ты у меня построже, там, врезала бы мне леща, я бы не пошел никуда. Ну, то есть, понимаете, не надо. Вот это все не надо. Не сейчас, потому что время неблагоприятное. Ну вот, что показали, то показали. Дальше, до пятницы. Здесь вот костер показан. И этот костер, он, ну, как-то слабенько горит, да, вот не хватает ему силы, мощи не хватает. Вы там и поленья подкладываете, и бумажечки туда подкладываете, а не горит. Не горит. А вы знаете почему? Потому что, скорее всего, сырое все, сырое, да? Вы чего-то очень хотите, и вы хотите как можно скорее, да, это получить. Очень много вкладываете, как в топку, бросаете свою работу, свои усилия, но все равно топка не разгорается. Высшие силы, скорее всего, не дают. И не дают, потому что не время и не место. Так иногда бывает. Так иногда бывает. Просто люди физически, ментально не готовы получить то, чего хотят. Дальше, мои хорошие. Вот здесь какой-то человек показан, очень грамотный, умный, серьезный. Как, знаете, спортсмены мускулы и мышцы качают, да, а у этого прям голова накачана, мозг накачан. Очень умный человек, очень грамотный, но очень как-то странно изъясняется, да, его очень сложно понять. Либо человек немногословный, да, какие-то короткие такие фразы, да, короткими фразами говорит, либо человек прям на каком-то специфическом, как сленге говорит, наверное, да, там все такие слова сложные, непонятные. И буквально как будто бы вы на разных языках говорите. То есть вы этого человека не понимаете. И вам такой совет: не стесняться, а попросить, ну, объяснить ситуацию, сказать, что я вас не понимаю, да, я не понимаю, что вы мне говорите. Там, извините, да, бывает такое, что, ну, не всем дано, не все там заканчивали, получали высшее образование, либо не все юристы, там, не все медики, там, ну, не разбираюсь я в этих терминах, ну что мне делать, но я хочу понять, я хочу вникнуть в то, что вы мне говорите. И вы знаете, этот человек будет тронут, он скажет: о, спасибо за честность. И вы знаете, как-то, да, он по-другому начнет с вами общаться. И вообще мне идет, что вы растопите сердечко этого человека. И человек, знаете, сначала посмеется, улыбнется, скажет: так, видно, хорошая вы женщина, да, либо хороший вы мужчина. Все, можете на меня рассчитывать, да, и за честность спасибо, и за то, что, ну, не пытаетесь строить из себя того, кем не являетесь, да, потому что многие, я так понимаю, его собеседники, либо ее собеседницы, ну, типа, кивали, что я понимаю, на самом деле ничего не понимали. Вот. А вы вот честно скажете, и это тронет, растопит его сердечко, и у вас очень классные отношения сложатся. Больше, чем профессиональные. Это, да, где-то вот половинка профессиональные, половинка дружеские, да, вот какие-то теплые, да, теплые отношения будут. Да, не стесняйтесь, слушайте, но это не порок. Это не порок. Не всем дано, не все знают, не все понимают, да, есть специфический язык, там, деловой язык, да, юридический язык, медицинский язык. Ну, если я обычный человек, и я никакого отношения не имею к юриспруденции, либо к медицине, ну, как я должна это знать? Ну, как я должна понимать, о чем речь идет? Поэтому, да, не стесняйтесь и говорите, как есть. И это будет честно, и человек это оценит, да, это вам на руку даже сыграет. Так, еще до пятницы. Здесь вам про кого-то что-то рассказывают, но рассказывают с целью поссорить вас с человеком, да, вот накрутить вас против человека. И так убедительно вам будут рассказывать, и даже какие-то будут доказательства подсовывать. Ну, доказательства сомнительного, конечно, происхождения, сомнительного качества. Но вам, мои хорошие, нужно в моменте, да, когда вам начинают про кого-то рассказывать, задаваться вопросом: зачем это все происходит? Зачем меня заставляют в ком-то сомневаться, либо на кого-то злиться?
И если вы ответите себе на этот вопрос, то считайте, что вы интригана раскусили. Ну, либо интригантку, да, сразу поймете, о чем тут речь. Мне кажется, что вас хотят с кем-то поссорить, либо хотят, чтобы вы сами испортили с кем-то отношения, да, вот своими руками, чужими руками, да, хотят разорвать связь. Ну, вот какая-то такая история не очень хорошая. Вот, не дайте себя обмануть и будьте умнее, да, задавайте вопросы. Вопросы не конкретные по теме, а абстрактные, и вопросы издалека, да, абстрагируйтесь и смотрите, ага, вот так вот, как мы докатились до жизни такой, что я сижу с этим человеком и обсуждаю там третьего человека. Почему этот человек ко мне пришел с этим разговором? Что этому человеку нужно? Какая выгода будет у этого человека? Да? Вот именно в таком ключе. И тогда все будет хорошо. Так, у вас тут 2 очков. Вот одни очки, вот другие очки. Но эти больше похожи на какие-то очки, как пенсне, не знаю, для зрения очки. А эти больше похожи на солнцезащитные. Возможно, кому-то напоминалка, да, что вот там солнце более ярким становится. Да, не забывайте брать солнцезащитные очки, либо они вам очень понадобятся. А у кого-то еще может быть напоминалка по поводу того, что нужно быть более дальновидным, объективным и присматриваться к мелочам. Да? Потому что если зрение, скажем так, не очень плывет все перед глазами, то фантазия, ну, разум, да, начинает дорисовывать, и вы можете видеть того, чего на самом деле нет. Либо не замечать то, что есть, но то, что очень важно, либо может сыграть важную роль. То есть истина в мелочах. Да? Фокусируйте свое внимание на мелочах. Будь то работа, будь то отношения, будь то еще что-то. То есть будьте в очках, которые помогают, улучшают зрение. Да? И можно увидеть всю картинку, да? До там, самой маленькой мелочи можно увидеть. И также, возможно, берегите свои очки, не забывайте свои очки. Возможно, будет ситуация, когда вы спешили, там, выбежали из дома и не взяли очки. А вам, как назло, да, нужно будет что-то читать, либо что-то мелким шрифтом, либо непонятно как-то, да, а очки вам очень пригодятся. Ну и также, если вы пользуетесь очками, нигде их не оставляйте, не забывайте. И перед тем, как, например, там, уйти с работы, допустим, всегда проверяйте, где мои очки, лежат ли они в сумке, да, лежат ли они на своем месте, там, в чехле. Это тоже очень важно. Так, еще телефонная трубочка у вас в руках, и трубочка отвернута от вас. Может быть, проблемы со связью, может, вы до кого-то не сможете дозвониться, а может быть, неправильный номер, либо человек утерял, да, свой телефон, там, не знаю, что-то случилось. И еще может быть так, что у человека, допустим, на беззвучном стоит телефон, да, и звонок вроде проходит, поступает, но человек не отвечает, потому что звука нет на телефоне. Вот я, когда работаю, например, я очень часто выключаю звук, вот, и человек не замечает. И вы начинаете волноваться, вы начинаете нервничать, у вас прям истерика внутри нарастает. Особенно если это важный человек, родной человек, либо дело какое-то суперважное. Имейте это в виду, что такое может случиться. Стоит ли расстраиваться? Нет. Просто сами себе скажите, что может быть форс-мажор, что может быть всякая там нелепая ситуация, которую просто невозможно предугадать. Как только человек увидит, что вы пытались дозвониться, либо как только там, не знаю, там смс-ка придет, там обычно о пропущенных звонках, то человек с вами свяжется. Если проблемы со связью, то прежде чем расстраиваться, просто проверьте там в регионе, если у вас проблемы со связью, там жалуются ли люди, да, потому что люди очень часто и пишут на форумах, на всяких, и даже в отсутствие связи все равно находят какие-то возможности про это написать. Ну, раз вы делаете звонок, у вас связь точно будет. Вот, можно и отследить. То есть вы можете очень сильно расстроиться, а на самом деле причины для расстройства нет. Человек несознательно, да, просто не понимает, что идет проблема со связью. Вы просто можете себя очень сильно расстроить, очень сильно накрутить и прям очень сильно разнервничаться, да, когда вы не можете до кого-то дозвониться, либо с кем-то важным связаться.
Ну, такое иногда бывает. И да, если вы кому-то обещали позвонить, смотрите, не забудьте, потому что человек ждет и очень сильно надеется на ваш звонок, либо там на вашу смс-ку. Вот реально ждет, да, не надо забывать, если обещали. Так, еще до пятницы с какой-то женщиной. Я не могу сказать, что это ваша подруга, это просто, скорее всего, какая-то знакомая женщина. Пересекутся ваши пути. Вы буквально с ней на мост вместе зашли, руки друг другу пожимаете. Женщина, вы знаете, мне идет так, что эта женщина вам что-то будет предлагать. Может, разговор о чем-то таком зайдет, что вы скажете, вот мне надо, а она скажет, ой, а у меня как раз есть, да? Может, она будет предлагать вам куда-то вместе сходить, я не знаю, там съездить, где-то побывать. Вы, пожалуйста, соглашайтесь, потому что взаимодействие с этой женщиной для вас большой удачей обернется, да, потому что эта женщина, ну, не знаю, она то ли удачливая, то ли она, в принципе, какая-то очень положительная. И вот все, что вы будете брать от этой женщины, делать с этой женщиной, все будет для вас оборачиваться именно удачей и везением. Вы еще так, знаете, подумаете, что, наверное, сам Бог послал мне эту женщину, потому что так хорошо, повезло, так приятно и, ну, очень успешно, да, у вас с ней все проходит. Да, на мосту стоите. Может, действительно это будет какой-то мостик, и вы с ней там как раз и встретитесь. Но вот все, что она дает, предлагает, либо вместе с ней связано, все для вас удачей оборачивается. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Так, дальше. С погодой что-то может происходить до пятницы. Либо меняться очень сильно может, либо какие-то, вот знаете, как крайности, да, слишком жарко, либо слишком холодно. Всегда сверяйтесь с прогнозом погоды. Не только с вечера, но и с утра, да, например, там, перед тем, как собираться на работу, либо собирать детей в школу. Это важно, потому что кто-то может прям запечься, да, потому что жарко будет. Опять же, человек вспотел, это весна, это холодные эти ветерки везде, да, простудился, протянуло, потом шея будет болеть, потом, не дай бог, там простуда начнется. Либо наоборот, человек может замерзнуть очень сильно, да, потому что оделся не по погоде. И то же самое, да, вот неприятные такие симптомы могут пойти. Так что прогноз погоды смотрим регулярно, сверяемся и смотрим не только вечером, но и перед выходом, например, да, из дома с утра. Так, еще до пятницы показана большая метла. И эта метла, она есть, но она не метет. Она с левой стороны стоит, и непонятно, чего ждать. Конкретно вам ничего плохого ждать не надо. А людям, которые в оппозиции к вам стоят, да, вот, ну, не согласны, либо те, кто критикуют, либо те, кто распекают, вот им нужно приготовиться, потому что эта метла, она серьезная, и мести она будет жестко. Да? Вот какие-то разбирательства, лишения, наказания. Ну, даже если вот на работе могут и сократить, да, вот каких-то людей, кто в оппозиции к вам, как в другом лагере, напротив вас, вот почему-то мне идет напротив вас. Ну да, оппозиция это есть напротив. Вот, вам бояться не надо. Вы, наоборот, можете расслабиться и просто не обращайте внимания на эту метлу. Ну вот другим людям стоит приготовиться, потому что будет неприятно. И это я так мягко говорю, да, что будет неприятно. Но что есть, то есть. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.